Я взяла анализ на COVID-19, будут делать ПЦР-методом в противочумном центре в течение 10 дней. Ожидайте ответ. За ответом можно не приходить, ответ можно проследить через сайт. Если тест будет положительный, то тест заново перепроверяется и уже в ГДСМ. И с вами свяжутся другие сотрудники и уже скажут, что делать, как быть. Инициативная группа предпринимателей и меценатов совместно с Республиканским штабом и Минздравом, а также с сетью лаборатории Абонецкого на новой, специально созданной для проекта производственной базе лаборатории вирусных исследований и редких инфекций, запустили систему массового лабораторного диагностирования COVID-19. Мы этим проектом занимались последний месяц, то есть 28 марта мы начали подготовку, шла очень большая, колоссальная работа была проделана, и очень большую поддержку нам здесь оказало государство в лице Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Они предоставили нам соответствующее помещение, которое соответствует всем требованиям и стандартам. На сегодняшний день мы по разнарядке Минздрава готовы выполнить 3055 бесплатных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Это в рамках гранта. Сдача анализов граждан на лабораторное исследование будет осуществляться по направлению Министерства здравоохранения в установленном порядке. В первую очередь мы будем ориентированы на социально уязвимые слои населения. Это врачи, возможно, это сотрудники правоохранительных органов. То есть здесь мы даем право выбору Министерства здравоохранения, и по их разнарядке мы будем производить эти тесты на базе лаборатории. Проект полностью будет реализован за счет пожертвований предпринимателей и меценатов. Первым, кто откликнулся на данную инициативу, стал Бабур Тольбаев, генеральный директор микрокредитной компании «Молбулак». Мы выделили $61 тысяч на привоз нового оборудования, которое здесь установлено, чтобы проводить эти тесты. И второе – это реагенты. Логистика очень сложна, у нас самих реагентов нет, это нужно привозить откуда там, с Китая, там, с России, Южной Кореи, возможно, еще с каких-то стран, с Европы. Вот, поэтому мы сперва выделили на оборудование $61 тысяч, потом $65 тысяч на тесты, по сути. И сейчас я для себя предназначаю, что мы еще $35 тысяч выделим, и будет $100 тысяч на реагенты и тесты, и еще $1 тысяч на оборудование. Вот. Это очень важно, и поэтому очень важно, чтобы все подключились к этому мероприятию. Это тесты для простых наших граждан, это очень дорогое мероприятие. Все этапы диагностирования коронавирусной инфекции будут реализованы совместно с Министерством здравоохранения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Чрезвычайное положение может закончиться скоро, но карантин, он будет длиться долго, может и полгода или год, пока вакцины не будет. Поэтому карантинные правила с нами в нашем обществе будут надолго. Для того, чтобы мы могли свободно перемещаться, и чтобы государство чувствовало себя спокойно, комфортно, государству важно знать, кто инфицирован, кто представляет угрозу, кто уже имеет иммунитет и кто не инфицирован. И когда представьте картинку, если мы все бы сейчас точно знали, кто инфицирован, кто угроза, кто не угроза, стратегия была совсем другая. Мы могли довольно свободно, легко отпустить экономику, и все могли бы работать. Поэтому это очень важный проект, нужно массово всех тестировать, и это очень непростое мероприятие. В сборе средств на диагностирование могут принять участие все желающие.